Ну, конечно, школа мечта. Было очень тесно. Дети ОВЗ, они очень талантливые. Да, мы их берем с уроков на 20, на 30 минут. Но почему вообще комплекс, если речь пока шла только об одной школе? В этом году свое 35-летие отмечает специальная коррекционная школа для детей с задержкой психического развития. Ныне она носит название адаптивного образовательного комплекса. Обновление, однако, коснулось не только номинальных моментов. В прошлом году произошло, пожалуй, одно из важнейших событий в истории школы – открытие собственного здания. Пусть стены нашей школы будут наполнены радостью открытий, вдохновением учителей и достижениями наших учеников, порхая крыльями, кружась. Я уверен, что дети, которые здесь наши будут обучаться, они будут развиваться быстрее. Явно поможет это все для их здоровья. Я рад за родителей, которые смогут своих детей в таких условиях уже обучать. С тех пор прошло всего полгода, но можно с уверенностью сказать, школа оправдала все возложенные на нее надежды. Расположился новый комплекс в весьма живописном месте, неподалеку от ботанического сада в окружении сосен. Да и само здание школы спроектировано так, чтобы пропускать больше света и воздуха. Вот, к примеру, библиотека. Большие окна, обширное пространство – все сделано для того, чтобы здесь при желании можно было и отдохнуть. А ведь раньше о таких условиях педагоги могли только мечтать. Учитель химии Вера Станиславовна – специалист с 25-летним стажем. Свой профессиональный путь она начинала еще в старом деревянном здании. Кабинетов как таковых не было. Поэтому все, что можно было показывать, мы показывали чисто теоретически. А вот когда построили новую школу, ну, конечно, школа мечта. Потому что оборудование совершенное во всех классах. Все есть для химических опытов. Наши дети не только учатся, но вот они умеют делать самостоятельно опыты. Когда мы были в маленькой школе, и когда было очень тесно, и даже общение было между детьми совсем другое. А вот новое современное здание, огромное, оно, конечно, и дисциплинирует и детей. При этом учебный план центра не изменился, расширился лишь инструментарий специалистов. Не секрет, что к особенным детям необходим особый подход. Именно поэтому, помимо учителей, в школе числится большой штат специалистов службы сопровождения, тьюторы, 12 дефектологов, 12 логопедов и 10 педагогов-психологов. Все это позволяет вести каждого ученика индивидуально, а ведь это свыше 450 ребят. Очень отрадно, что наконец наши дети учатся в одну смену. И школа является участником федерального проекта «Инклюзивный спорт без границ» и является опорной площадкой в республике специальной Олимпиады России. В рамках дуального и профильного обучения нами реализуются следующие направления. Это швейное, столярное, гончарное, парикмахерское дело и растениеводство. Таким образом, школу выпускают практически готовых специалистов. Впрочем, чаще всего дети предпочитают продолжать обучение в колледжах или техникумах. Некоторые поступают и в высшие учебные заведения. В общем, перед выпускниками комплекса, по большому счету, нет никаких границ. Наши дети ОВЗ, они очень талантливые. Среди них есть дети, которые очень хорошо рисуют. И дети у нас вот 3-й год занимаются гончарным делом. Есть у нас дети, которые охотно этим занимаются. Конечно, здесь развивается не только вот мелкая моторика, мышление, воображение, память и так далее. Мы же не только каждый день вот на занятиях лепим, да? Мы и теорию проходим, и музеи посещаем на экскурсии, да? У нас традиционно каждую весну мы гуляем по городу,
Самое главное, что школа может предложить те условия воспитания детей, которые не могут быть воссозданы в домашних условиях. Как отмечает мама одной из воспитанниц центра Елена Унарова, с поступлением ее дочери в центр изменения в состоянии девочки стали заметны практически сразу. Долгое время 11-летняя Ангелина была на домашнем обучении. Я думаю, что самое главное для ребенка – социализация. Здесь она разговаривает каждый день с ровесниками, играет, разговаривает. Еще она уже с другими людьми общается. У нее… Она пусть сама скажет. Что-нибудь хочешь сказать, Ангелина? Здесь в школе тебе хорошо? Да. Угу. Что тебе нравится здесь? Лепить, рисовать. А еще мне нравится физкультура. Позаботились специалисты и о логистике. В школу и обратно ребята доезжают на специальных автобусах. Таким образом, у родителей даже отпала необходимость тратиться на ежедневный транспорт для своих детей. У нас по 5 маршрутам организовано, да. Ну, дети, конечно же, охвачены участников СВО в первую очередь, да, и дети, проживающие в пригородах города Якутска, и, конечно же, из малообеспеченных и многодетных семей в количестве где-то 200 детей. Интересно, что восклицание-напоминалка педагогов «подвозка» стало для детей сигналом о том, что уроки окончены и можно в припрыжку бежать к автобусам. Ну а что, вспомните себя в детстве, кто не радовался звонку с урока. Но здесь, в центре, это не единственный способ сбежать с нелюбимой учебы. Да, мы их берем с уроков, да, отпрашиваем с уроков на 20-30 минут. Речь идет о процедурах в медицинском блоке, а конкретно о сеансах массажа и соляной комнаты. Они вклинены в учебный процесс и посещают эти процедуры практически все учащиеся комплекса. Они к нам приходят с направлениями от лечащего врача, невролога, педиатра, ортопеда, в зависимости от кого их направляют, для чего их направляют. Первый раз, когда они приходят, немножко стесняются, боятся, то, что мы все в белых халатах, правильно сказали. Но потом уже на вторые и дальше дни они уже бегут, расслабляются, нравится. Вот уж действительно не школа, а мечта. Однако строительство и оснащение такого масштабного комплекса в обозримом будущем для республики было бы невозможно, если бы не национальный проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным. И, к слову, я не просто так называю этот центр комплексом. Дело в том, что неподалеку от школы ведется возведение еще 2 важных объектов – интерната и детского сада. В этом году, в сентябре месяце, мы планируем открытие детского сада на 200 мест и интерната на 150 мест. На сегодня готовность строительства составляет 86%. Остались работы по отделке, частично коммуникациям и сборке мебели. Затем специалисты наведут финальный лоск, и полноценный адаптивный образовательный комплекс заработает в полную силу.